Славицба в Абхазии знают все. Талантливые пианистки, решившие попробовать себя в сложном, но интересном жанре исполнения в 4 руки, уже завоевали своего зрителя и пользуются в республике популярностью. И вот пиано-дуо на сцене Сочинского зимнего театра. Аккомпанирует им уже по сложившейся традиции Государственный камерный оркестр под управлением народного артиста Абхазии Давида Терзиана. Совместное исполнение требует особого музыкального чутья и идеальной синхронизации. А звучание 2 роялей в сопровождении камерного оркестра делает музыку намного ярче и полностью захватывает слушателя. Звучат произведения Безе, Вивальди, Рахманинова, Прокофьева, Хачатуряна, Пеццола, а также музыка из популярных кинофильмов. Великие творения композиторов-классиков, концертные обработки современных произведений, мастерство абхазских исполнителей и неординарный выбор репертуара не оставили зрителей равнодушными. Попав в зал Зимнего театра, невольно становишься очарован красотой интерьера и великолепной акустикой. Для абхазских артистов это новая площадка, где они впервые познакомили зрителя со своей виртуозной игрой, да еще и в такой значимый день для россиян. Для нас это, конечно, большое счастье выступать на сцене такого Зимнего театра в Сочи. И тем более в такой знаменательный день, День России, мы поздравили всех сочинцев с этим праздником. Конечно, море эмоций. Прямо с первого произведения крики «Браво!» Мы не ожидали, честно говоря, что весь концерт на таком подъеме пройдет. Но мы очень рады, и я, и Гулиза, и, конечно, наш Давид Терзиан. Я благодарна всем, кто причастен к этому концерту. Концерт состоялся в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии», который направлен на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры между 2 странами. Коллектив пиано-дуо и камерный оркестр горячо любимый и знаком в Абхазии. В России он выступает во 2-й раз. Первый концерт был дан в 2023 году в Международном доме музыки, а в Сочи мы впервые. Безусловно, артисты очень волновались, и мы вместе с ними. Но все позади, концерт прошел на ура, зритель принял очень хорошо, и мы просто все, и мы, и музыканты, и все те, кто организовал, безумно счастливы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих коллег Министерства культуры Российской Федерации, Ольгу Борисовну Любимову и заместителя Андрея Владимировича Малышева, которые в такие кратчайшие сроки смогли нам организовать. И хочу выразить слова благодарности министру финансов нашей республики Владимиру Валерьевичу Делбо, который смел в такие короткие сроки организовать так, что мы все приехали в Сочи и дали вот такой красивый, теплый, эмоциональный, замечательный концерт. Эти музыканты не боятся экспериментировать и миксовать классические произведения с популярными хитами. В результате удовлетворяются запросы 2 разных аудиторий. Любители академической музыки получают возможность услышать классику в прекрасном исполнении, а те, кто предпочитает более легкую музыку, убеждаются в том, что классика может быть доступной и совершенно не скучной. Концерт фортепианного дуэта «Пиано-дуо» и Государственного камерного оркестра посетили не только сочинцы, но и жители Абхазии. В такой прекрасный праздник, в День России, замечательные абхазские артисты дали чудесный концерт. Наверное, это сочетание таланта, трудолюбия, любви к родине, любви к России. Все вместе покорило весь зал. Ну, программа была абсолютно разнообразная, начиная от патриотических каких-то номеров, лирических, очень трогательных, при этом фэнтези, сказки. И все это с замечательным концом, где всегда побеждает любовь, всегда побеждает самое прекрасное. Все понравилось, и тембры, и звучание, и экспрессия такая, знаете, очень интересный концерт. Абхазии привет. Такое удовольствие получили. Очень хороший концерт. И артисты такие замечательные. Все так хорошо. Спасибо большое, что к нам приехали. Приезжайте еще. Нескончаемые овации как в конце выступлений, так и во время исполнения музыкальных номеров. После последнего номера зрители долго не отпускают музыкантов, требуя сыграть на бис.
Сария Кварацхеля, Раму Камки, Абхазское телевидение.